каждым днем все ближе гул войны. Первое боевое задание. За Анатолием Запивахиным летел Мурат. Предстояла охрана узловой станции Горбачева. 248 боевых вылетов и 8 сбитых вражеских самолетов. Легендарный летчик Мурат Оздоев дважды был в плену, не раз бежал. В то время как боевые товарищи уже не надеялись увидеть его живым. Доклад студентки Айшат Томовой больше напоминает дневник воспоминаний самого героя, его сослуживцев и родных. История мужественного человека вдохновила ее принять участие в конференции. Именно его биография меня вдохновила, так как за всю свою жизнь он очень тяжелый и длительный путь прошел, прежде чем его подвиг был оценен по достоинству. Ему должны были вручить звание Героя Советского Союза, но награждение не состоялось из-за депортации ингушей. Поэтому и только спустя 50 лет его подвиг был оценен заслуженно. В числе участников конференции не только студенты и историки. Страницы биографии полные отваги и героизма участников войны в который раз перечитывают и учащиеся других факультетов. Тема героев Великой Отечественной в зале близка всем и каждому. Это люди, которые заложили основу нашего современного государства. И мы обязаны тем, где мы находимся сейчас, тем, что мы сейчас живем в мире. Если многие рассказывают о подвигах своих дедов или известных героях, то в большинстве работах звучат малоизвестные имена. Студенты постарались проследить именно их военный путь. У Эльзы Барахоевой на фронтах Великой Отечественной воевал родной брат деда Абдулвагаб Барахоев, участник Сталинградской битвы. Но ее доклад посвящен подвигу другого советского солдата. Информацию о боевом пути Михаила Булгутчева студентка собирала буквально по крупицам в библиотеках, музеях, старых газетах и журналах. О его биографии у меня практически нет информации. Я знаю, что он был Магомедом Горнукаевичем, потом уже на войне он поменял имя на Михаила, также поменял свою национальность. Он значился как кумык, чтобы его не депортировали. Была информация, что он в обороне Малгобека был в первое время, был в разведотряде, находился. И уже в последующем он также известен, его подвиг. Он спас жизнь этому первому секретарю Венгерской социалистической рабочей партии Яношу Кадыру. Из 21 тысяч ингушей, ушедших на фронт, больше 6,5 так и не вернулись с полей сражений. 7 тысяч были выходцами из Назранского района, 3,5 из Малгобекского, 6 из Пригородного и больше 5 тысяч из Сунжинского. В каждом докладе не просто достоверные исторические материалы и справки, а безмерное уважение к героям. Самые требовательные и внимательные слушатели здесь – преподаватели. Очень многие наши участники войны, они на фронт попали как раз и были холостыми. И очень многие из них не вернулись. Поэтому сегодня задача не только наша историка, но и многие студенты сегодня с пониманием к этому относятся. И поэтому они посвятили эти доклады тем своим родственникам, о которых сегодня надо говорить, чтобы их имена были в памяти нашего народа. На груди георгиевские ленточки как символ памяти подвига советских солдат, а на столах отпечатанные черно-белые фотографии участников войны. К конференции студенты готовились не одну неделю, но какой бы большой эта стопка ни была, в исписанных листах все равно отражена лишь малая часть великого подвига каждого из этих героев. Хади Добриева, Адам Далаков, Новости 24.